Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Ровно 2 года назад, в июне 2024-го, наша республика стала точкой притяжения федерального внимания. С рабочим визитом Якутию посетил президент России Владимир Путин. Тогда глава государства не просто ознакомился с уникальными региональными проектами, но и задал вектор развития республики на годы вперед. Речь шла о вещах, которые буквально определяют лицо будущего. От создания в арктическом регионе мощнейших дата-центров и обучения нейросетей до прорыва в беспилотной авиации и поддержки креативных индустрий. 2 года – это достаточный срок, чтобы перейти от красивых презентаций к реальным результатам. Насколько продвинулась Якутия в реализации этих амбициозных задач и какие проекты уже работают на полную мощность, принося пользу жителям, а какие только выходят на финишную прямую? Об этом и не только об этом поговорим с сегодняшним гостем. У меня в студии заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Анатолий Семенов. Анатолий Скалыч, добрый вечер. Елена Васильевна, добрый вечер. Но мы помним, что визит президента стал своего рода стартом для многих инициатив. Расскажите о значении вообще визита главы государства для нашей республики. Ну, на самом деле, вы сейчас сказали, что прошло 2 года, как будто это было вчера. И приезд президента страны, конечно, это всегда очень, в первую очередь, ответственно, волнительно и, конечно, почетно. Да? Вот именно вот эти 3 слова, потому что Владимир Владимирович именно посетил креативный кластер «Квартал», как вы помните, это вот тот проект. Хочу сказать, что он до сих пор является единственным креативным кластером на Дальнем Востоке, до сих пор, вот до сегодняшнего дня. И благодаря поддержке Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, правительства республики, креативного сообщества, вот у нас креативный кластер работает, и, конечно, нам республику я хочу сказать, показали в новом свете, потому что обычно это были добывающие проекты или какие-то социальные проекты, да, а вот именно в тот визит мы показали, что умеет наша творческая молодежь, что может наша креативная молодежь, что может наши ученые, инноваторы, да, показали именно наши разработки. И как раз это мой блог, который мы курируем, это и работа технопарка Якутии, вечерной компании Якутии, всех корпораций развития, всех институтов развития, и это было очень волнительно. Но я считаю, что вы показали проекты все достойно, и Владимир Владимирович внимательно очень посмотрел все проекты, он очень глубоко погружен вообще в тематику, искусственного интеллекта или будь то кино, будь то какие-то другие направления, беспилотной авиации. И, конечно, это было очень, скажем так, приятно, что президент страны владеет практически всеми вопросами. Да, он провел около 2 часов практически в креативном кластере, это прилично. Да? И как итог, в конце обычно у нас гости в креативном кластере пишут пожелания. И вначале он начал писать, как-то произошла маленькая заминка, Юрий Петрович дал свою ручку. Что с ручкой случилось? Да, и Владимир Владимирович написал такую надпись, да, «Пусть люди работают, у них все получается». Да, это, мне кажется, высокая оценка всей работы всего правительства, инновационной экосистемы, институтов развития. И для нас это действительно такая наивысшая оценка от Владимира Владимировича, от президента страны. Ну и, конечно, надо сказать, что визит же не просто так закончился, он закончился перечнем поручений президента, и довольно серьезные поручения были, которые стали действительно точкой опорой для развития этих направлений для всей республики. Ну и какое из этих поручений, какие из этих поручений стали импульсом для запуска новых масштабных проектов республики? Один из них, наверное, на слуху у людей, но мне кажется, он такой показательный решительности нашего президента. Вы знаете, что мы давно ставили вопрос строительства высшей школы музыки. В этом году как раз год культуры.
И так совпало, что Владимир Владимирович как раз поддержал, вы знаете, что он высшую школу тоже посещал, послушал концерт наших талантливых детей, безусловно, талантливых. Вот, и он поддержал строительство нового кампуса. Кампус строится, больше 9000 квадратных метров. Это интернат на 150 мест, сама школа высшая на 240 мест. Сделаны по последнему слову дизайна, архитектуры и тех задач, которые стоят перед культурой. И в декабре этого года уже, то есть выделено федеральное финансирование, республика в самом начале вложилась средствами. И вот благодаря поддержке Минкультуры и поручению президента в этом году, в декабре этого года, Будет исполнено. будет уже поручение президента исполнено, будет ввод в эксплуатацию этого прекрасного здания, и наши дети будут учиться в очень комфортных условиях. Ну или тот проект, который вы, наверное, знаете, на слуху, в прошлом году было поручение президента, и вот проект «Синергия Арктики» на 5,5 миллиардов рублей, который соединит все арктические районы, самые труднодоступные, куда считалось вообще нерентабельно и невыгодно тащить оптоволокно. Благодаря тоже решительности Владимира Владимировича он услышал Арсения Сергеевича, услышал наши пожелания, что действительно цифровое неравенство существует в республике. И вот пример Анабарского, Оленевского, где мы подключили, показал, что там уровень жизни растет. Туда, кстати, вот и едут и учителя наши молодые, и земский доктор едет, потому что там есть 4G, есть быстрый интернет, есть общение с родными, близкими. И вот благодаря его поддержке вышло постановление, деньги доведены для Arctic Telecom, и вот в этом году мы уже начинаем большое строительство, и в нескольких районах уже будет проведена Кобяйский район, там, Татинский, Алекминский и многие другие, пройдет уже оптоволокно. Да, там финансирование 5,5 миллиардов рублей. Ну и мы, было еще одно решение, такое оно так тихо прошло, ну, сегодня вот как раз, сказать, подведение итогов. Мы давно ставили вопрос передачи там, федерального имущества, 3000 квадратных метров, для того, чтобы создать там лабораторию искусственного интеллекта. И Владимир Владимирович это решение принял, дал поручение федеральному правительству, Росимуществу передать это помещение, и сегодня там открыта лаборатория искусственного интеллекта, и открыт целый кластер, который как раз работает и приносит пользу. Вообще поручений было много. Я Да, не давайте по ним подробно пойдем. Ну вот просто вот как 3 примера таких вот, где конкретно Владимир Владимирович сказал, и было это сделано очень в короткие сроки. Ага. Ну вот одним из ключевых поручений, как вы сказали, стало создание в Якутии Центра обработки данных для развития исследований в сфере искусственного интеллекта. Вот какой статус сегодня у этого проекта подробнее, да? Потому что известно, что компания ЕТЭК работает над созданием стабильного якутского, глобального якутского дата-центра мощностью до 2 гигаватт. На каком этапе сейчас реализация? Да, вот на самом деле... И причем здесь ЕТЭК? Да, вообще я хочу сказать, что тоже было неожиданно, я думаю, для вообще, в принципе, когда Михаил Владимирович Мишустин приезжал в IT-парк, вообще Якутию всегда ассоциируют там, еще раз, добывающей, агро-республикой, там, да, и когда мы показываем там проекты в области искусственного интеллекта, конечно, это и Герман Оскарович тогда был приятно удивлен. Поэтому, то есть мы тогда показали проект компании Сайберия, которая собственными силами еще во времена ковида разработала нейросеть, да, нейросеть, которая получила лицензию Росздравнадзора. Это и медицинский инструмент уже. Он внедрен в 17 больницах республики. И все эти изображения медицинские, компьютерная томография легких, стекается в центральный архив медицинских изображений ЦАМИ. И он помогает нашим коллегам-радиологам делать, ставить анализ, да? То есть более точный и быстрый, что позволяет больше пациентов обслуживать и, соответственно, позволяет точность. После этого, вот после этой презентации мы внедрили уже 17 проектов в области культуры, в области сохранения якутского языка. И вот об этом я тоже сегодня расскажу, но тогда мы попросили Владимира Владимировича, ну не мы, а ребята с IT-парка, Афанасий Аргунов, сказал, что для реализации вот проекта в области искусственного интеллекта требуются вычислительные мощности. Это немножко другое, чем просто дата-центры. Именно дата-центры в искусственном интеллекте немножко отличаются, да, своей задачей. Это поручение есть, и сейчас оно рассматривается правительством Российской Федерации, ищется площадка.
То есть они больше, да? Они большие. То есть это вот, ну... Там объем данных больше. Да, мы сейчас смотрим площадку вообще с выходом, ну, начиная там с 40 мегаватт, заканчивая 200 мегаваттами. То есть это будет огромный дата-центр, который станет, после этого же еще Владимир Владимирович выступал на Восточном экономическом форуме, и он как раз сказал о том, что Дальний Восток должен стать опережающим центром цифрового развития. А ЕТЭК, потому что там попутный газ будет, да? Да, мы сейчас на самом деле выбираем несколько площадок. Это, ну, некоторые площадки я не хочу озвучивать, но вот площадка ЕТЭКа рассматривается как один из вариантов сегодня. То есть еще не Еще не принято решение. ЕТЭК просто сам уже построил на 8 мегаватт дата-центр. Да, там есть варианты с попутным газом, есть варианты вообще брать какие-то локальные истории, где локальная энергетика, которая не выходит на оптовый рынок. И какие преимущества в Якутии есть? Во-первых, это, скажем так... Ну, для зрителей надо пояснить, да, что попутный газ, который при добыче, он сжигается, Да. эта энергия идет на... Да, попутный газ, когда добывается газ, спасибо, Ирина, да, выходит попутный газ, который вот мы факелы видим со спутника, они действительно горят. Обычно просто сжигается. Просто сжигается, а мы хотим его перерабатывать в электроэнергию и эту электроэнергию использовать для дата-центра. Конечно, конечная цена, стоимость электроэнергии будет гораздо дешевле, чем на оптовом рынке. Там где-то от 2 до 3 рублей всего. Это очень большое преимущество для дата-центров, потому что они много едят электроэнергии. Это вообще электроэнергия, я хочу сказать, что мировая, скажем так, технологическая проблема для развития искусственного интеллекта. Не нейросеть, не большие языковые модели, а именно электроэнергия. Это первое, то есть возможность добыть электроэнергию дешевую. Второе — это холод естественный, потому что он вырабатывает много тепла, и естественным охлаждением можно, так называемую технологию фрикулинг, снижать потребление энергии тоже. То есть охлаждать. В течение зимнего Да, периода. и можно рекуперации тепла, который из дата-центра можно там, ну, допустим, в теплицу. Да, есть такая идея. Построить рядом. Рядом с дата-центром построить как Союз. Типа ага. Да. Ну, потому что это тоже бесплатное тепло получается. То есть использовать все. Да, и потом мы смотрим профессиональный режим ТОРа с 2027 года, он будет распределяться на весь Дальний Восток, дать налоговые льготы. И собираем сейчас пул, скажем так, потребителей, таких как Сбер, таких как там Astra, Linux, Яндекс, чтобы они размещали свои мощности и работали с искусственным интеллектом у нас в республике. Эта работа ведется, рабочую группу возглавляю я. Мы работаем с федеральным центром, с корпорациями. Я думаю, что в 2027 году мы уже увидим, ну, в первую очередь, этого огромного дата-центра, который позволит местным разработчикам всего Дальнего Востока, и Камчатки, и Магадана, и Хабаровска, стать таким центром, знаете, опережающего развития. Потому что когда будут эти мощности, так называемые, в том числе и токены, да, на которых работает искусственный интеллект, и большие генеративные модели, мы можем внедрять уже практически во всех направлениях, начиная от образования, промышленности, сельского хозяйства, заканчивая медициной. А майнить криптовалюту сможем? Майнить — это немножко третье направление. Как раз майнинг-то и не требует никакой практической поддержки. Электроэнергия. Такие проекты мы точно не будем вкладывать бюджетные средства. Это чисто окупаемые проекты. Мы на это смотрим спокойно, но мы все-таки хотим смотреть больше в сторону вычислительных мощностей и искусственного интеллекта. Ну, конечно, развитие. Это развитие будет, потому что там наши ребята смогут. Майнинг — это что? Ну, как там машинка крутится, биткоин майнится, да, то есть там особых нам бенефитов от этого республика не получит. А вот именно с развитием искусственного интеллекта, я вот пример могу привести. Вот у нас юрист-ассистент «Обращайся» работает в 287 муниципалитетах. Я, если честно, сам приятно удивлен, потому что он сделан на гигачате со Сбером. И вот мои коллеги вот в министерствах, ведомствах, мой секретариат работают, используя разработку резидентов IT-парка. Он вообще, вот я служащий со стажем, я тебе могу сказать, что он облегчает жизнь просто невероятно, потому что он знает все законные, подзаконные акты, он формирует НПА практически без ошибок. То есть потом мы спокойно проходим проверку прокуратуры, там, Госправо, и делаем это быстро. То есть это ускорило процесс качества. Вот когда мы внедрили электронный документооборот в 2019 году, это тоже ускорило процесс работы правительства. Сейчас искусственный интеллект, он даст еще там, в 8-9 раз может ускорить работу и поднять эффективность, потому что
анализ документов, анализ финансово-хозяйственной деятельности, работа. Составление отчетов. Отчеты в том числе, но это не самое главное. Да. Важно, что можно делать прогнозные модели очень точные, потому что, ну чего греха таить, у нас всегда мы люди эмоциональные, где-то там кто-то громче сказал, где-то громче там писали, просили, и мы идем в ту сторону, там, допустим, строить тот или иной социальный объект. Там большая модель, она учитывает там все показатели. То есть больше получается. Ну, допустим, по городу Якутску, вот мы сейчас будем строить, у нас уже идет строительство по мастер-плану 14 школ. 14 детских садов, 12 школ. И вот я как раз этот вопрос задал городу Якутску, говорю, а вот давайте мы посмотрим нагруженность там округов. И эти данные существуют. То есть мы можем посмотреть там в Октябрьском округе, в Гагаринском округе, какая нагруженность школ, какая нагруженность населения, рождаемость, да, и прогнозы роста строительства. Потому что же надо не строить жилые дома, а потом догонять социальной инфраструктурой, а надо планировать, да, и опережающим темпом строить там, где это надо будет. И вот это позволяет, на самом деле, искусственный интеллект делать с точностью там, ну, до 100%. И, конечно, это облегчает работу, снижает риски ошибок. И это вот один из примеров, где в госуправление можно внедрять искусственный интеллект. Да, но было бы очень здорово, потому что там тот же 203-й микрорайон, например, его уже планировали сразу с инфраструктурой, с садиком, со школой, но все переполнено. Но не рассчитали. Сейчас пристрой. Все верно. Абсолютно хороший пример. И существует же миграция. Мы с помощью данных сотовых операторов, данных там Сбераналитики. Сейчас вообще на основе данных можно прогнозировать любую модель. И она точная. Сколько туристов приезжает, сколько людей уезжает, кто куда переезжает. Это все очень важно. Какая рождаемость. Это же все надо на опережение смотреть и с этими прогнозами развивать социальную инфраструктуру. Ну вот в мае глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев провел заседание Совета по искусственному интеллекту. Какие там были конкретные решения приняты? Арсений Сергеевич у нас смотрит очень на дальний горизонт. И вообще хочу сказать, что нам действительно повезло с руководителем, потому что он мало руководителей в стране, кто смотрит на будущее. Да? И это такое очень важное направление, потому что наука, что образование, что инновации, что искусственный интеллект, конечно, это перспектива, это то, с чем мы будем жить. Да? И те страны, те регионы, те корпорации, которые не будут его внедрять, они останутся за бортом развития, да, технологического, социального, экономического развития. И Арсений Сергеевич поставил задачу, мы приняли в этом году одним из первых тоже в стране стратегию развития искусственного интеллекта. Она есть в доступе, любой человек может его на сайте Сахагов скачать, почитать. У меня коллеги уже с других субъектов его просят, да. Так же, как вот мы в 2018 году первые приняли концепцию по креативной экономике. Вообще основополагающий документ, стратегия — это очень важно. Куда двигаемся, в каких отраслях мы будем внедрять его, что для этого надо, какие кадры, какая инфраструктура, этика, да, искусственного интеллекта и, допустим, как мы будем измерять результаты. Потому что многие сейчас внедряют, да, как бы чем мы измеряем, да, вот, внедрение искусственного интеллекта. Вот это все в стратегии прописано, у нас есть теперь понимание, куда двигаться. И, как я сказал, вот сейчас там порядка 17 проектов, которые, вот я могу сказать, что, там, допустим, с Яндексом внедряли в архиве там поиск родословный, да, включая там церковные книги, все оцифровано. Национальная библиотека полностью оцифрована, все книги, архивы, сейчас можно резюме любой книги с помощью ИИ, нейросетки выводить. Сейчас GigaChat, в апреле GigaChat Ultra выкатил первый язык, то есть он разговаривал на государственном языке, на русском языке, сейчас он разговаривает на якутском языке. То есть GigaChat сейчас он как из якутского переводит на русский, так и с русского на якутский переводит. Причем делает это довольно сносно, и с каждым днем становится лучше и лучше. Да, причем чем больше будет людей с ним общаться на якутском, да, тем он станет... Все верно. Да, и такие примеры есть. И для чего это важно? Потому что если мы хотим сохранить нашу культуру, сохранить культурный код, наш язык, мы должны уйти в том числе и в цифру. Он в цифровом мире тоже должен
быть, и если им будет пользоваться, конечно, он будет и развиваться. Ну и наша мечта, чтобы умная колонка тоже разговаривала на якутском языке, чтобы условно я своей дочке вечером поставил колонку, она там разговаривала с ним по-якутски, просила включить телевизор, там, рассказать якутскую сказку, показать якутский мультфильм. Это чтобы, Или чтобы Алиса разговаривала, или мы свою колонку придумаем? Но сейчас мы разговариваем с салютом. Вообще Яндекс, кстати, тоже заинтересовался после того, как Гигачат Ультра сделал. Яндекс, ну, такую, может, тайну открою, тоже заинтересовался этим проектом. Возможно, и Яндекс это сделает, пока это Сбер. Ну, у Сбер это салют. В принципе, колонка салют, она управляет умным домом, там, делает все, что делает Алиса. Вот. Но на самом деле, еще раз говорю, вот эти, чтобы собрать, вот хочу поблагодарить Северо-Восточный федеральный университет, хочу поблагодарить коллег с лаборатории ИИ, со Сбера, потому что для того, чтобы Гигачат Ультра начал разговаривать и понимать якутский язык, нужно было собрать огромный датасет данных на якутском языке. И поверьте мне, это была двухлетняя работа, двухгодичная. Мы пробовали его запускать осенью, были тогда замечания с нашей стороны, ну и вот в апреле работа принята, она работает. Поэтому да, действительно, мы хотим инфраструктуру вокруг нас, да, там умные часы, смартфоны, умные колонки, телевизоры, чтобы тоже все поддерживали, понимали якутский язык. Так же, как и люди. Но про ИИ-проекты у меня в понедельник были врачи, они вот говорили, что искусственный интеллект уже реально облегчает им работу. Мы делали опрос, где-то порядка 70-80% врачей пользуются искусственным интеллектом, так или иначе. Около 40% госслужащих пользуются искусственным интеллектом уже, да, учителя пользуются искусственным интеллектом, и ученики пользуются искусственным интеллектом. Да. Вот поэтому, как говорится, надо для того, чтобы это было все правильно на отечественных решениях и была безопасность, скажем так, да, и мы правильно относились к искусственному интеллекту, его надо, конечно, вот, скажем так, стратегически правильно внедрять. И еще один пример хочу сказать. Я вот сказал про Гигачат Ультра. Мне кажется, показательный проект, помимо вот обращайся, это киберзащитник в кармане. Мы же в прошлом году выиграли с ним AI Journey в Москве, да, получили приз, Арсений Сергеевич получал этот приз. Что это такое? Вот сейчас активно развивается кибермошенничество. Благодаря развитию интернета, как говорится, приходят и кибермошенники, которые у нашего населения там разными способами, там, фишингом, обманом там, вытаскивают деньги. Да? Благодаря вот работе мобильных операторов, банков, вот таких проектов, как киберзащитник, нам удалось остановить вообще этот рост. Первый год, когда у нас прекратился рост вот, в части этих преступлений и количество средств, которые они выводят. Да? И мы сейчас считаем, что киберзащитники, вот, искусственный интеллект, внедряя его в отечественный мессенджер Макс, допустим, да, и чтобы он предустановлен там был, да? Конечно, чтобы он просто понимал, кто с ним разговаривает, то есть потому что дипфейки растут, и мы должны, чтобы защищать себя, тоже искусственный интеллект там внедрять. И вот, мне кажется, это тоже очень классный проект, когда... Это тоже якутский проект? Да, якутский проект. Компания «Аватек» разработка. Я вот говорю же, все удивляются, откуда в Якутии вы, говорит, там, вот эти проекты делаете. Я говорю, 17 проектов. Вот этот проект «Обращайся», он работает уже в 17 регионах, и, кстати, в том числе в Донецкой Народной Республике. Президент также поручил пересмотреть меры поддержки креативных индустрий, включая анимацию, видеоигры, кино. Но вот почему-то сериалы не входят. Мне обидно. Потому что, сериалы тоже кино немножко. Ну да, тут тоже креативная индустрия, вполне себе. Вот Арктический институт получил новый статус, теперь это университет креативных индустрий. Как это изменило подготовку кадров? Вообще, как бы искусственный интеллект не развивался, конечно, мы считаем, что в основе всего стоит человек. Сегодня я об этом говорил, когда при запуске международных интеллектуальных игр, сегодня была пресс-конференция, и вот мы недавно выиграли 7 колледжей, создали 7 кластеров. Мы практически привлекли $1 миллиард рублей на приобретение оборудования и перезагрузку этих программ, программа «Профессионалитет». Да, то есть это в области наш Аярустар, колледж связи, Алданский техникум, то есть наш до этого уже ЕПК, педагогический колледж, медколледж. То есть мы создали уже 11 кластеров профессионалитет. Туда вкладываются в том числе индустриальные партнеры, и как раз
это показывает высокий уровень уже наших колледжей. Да? Высокая оценка, и мы видим, как все больше детей выбирают средние специальные учебные учреждения. И вот ребята, то, что выиграли сейчас на студвесне, там 20 дипломов взяли, это тоже ребята из колледжа. Вот. Ну а что касается УГУЯКИ, да, в указе главы это была задача, она выполнена, сделать университет креативных индустрий. Вот. Мы подали заявку на создание межвузовского кампуса. Тоже Владимир Владимирович в своем выступлении это поддержал эту идею, мы озвучивали ее. В этот кампус войдет как раз и Северо-Восточный федеральный университет, АГАТУ и АГУЯКИ. Конечно, будет современный кампус, там 1500 мест в общежитиях. Вот АГУЯКИ нет своего общежития. Будет там киноконцертный комплекс, все студии, где ребята смогут творить. Мы вообще считаем, что колледж креативных индустрий, вот я был вот в Universal University у Афанасия Савина, да, он ректором стал. Мы видим, что с первого курса ребята тут же занимаются дизайном, там шьют платья, снимают фильмы, то есть такое дуальное образование сразу, да, очень похоже на тоже профессионалитет, когда ребята с первого курса будут принимать участие в съемках фильма. То есть где-то в массовках сниматься, где-то работать помощником оператора, где-то работать по свету на монтаже. И мне кажется, что вот когда мы сможем реализовать межвузовый кампус, к нам будут приезжать со всей России, со всего мира. То есть мы станем такой вот меккой для креативных команд, да, потому что ты хочешь сделать карьеру очень быстро, приезжай в Якутск, научись снимать фильмы, там, делать анимацию, работать с искусственным интеллектом. Да, тем более, если будут все условия, будет кинопавильон. Конечно, будет, конечно. Ну вот для меня пример хороший, это Красноярский вуз, который создал в свое время там, вместе там, с зарубежными партнерами, они создали вуз, где готовят поваров с высшим образованием. Давайте так короткими мазками. Вот анимация, видеоигры, что можно... Ну, по кино у нас создается фонд поддержки киноанимации. 200 миллионов рублей будут выдаваться как и гранты, так и будет поддержка в размере там, 5-10 миллионов рублей на постпродакшн, потому что в первую очередь нашим производителям, продюсерам, режиссерам нужны деньги. Сейчас мы делаем ЦФА, цифровые финансовые активы. Вот фильм, который вышел, который Сахапчет снимал, был, этот Михайличан был чудо, да? Уже привлекли 5 миллионов рублей. Это люди через платформу скидывались деньгами и заработали 42% годовых на них, между прочим. Да? И сейчас второй фильм про Помадим Аланхо тоже собирает деньги. То есть, в принципе, мы придумали инструмент привлечения средств людей, чтобы они участвовали в создании фильмов. Да? Такая народная любовь не только через билеты, да, покупая фильмы, но можно и зарабатывая вместе с продюсерами на якутском кино. Ага, то есть немножко вложиться. Да, немножко вложиться. У нас ребята там по 10 тысяч рублей вкладывали. Там были люди, которые 2 миллиона рублей вкладывали в фильм. Вот. Второе, мы, конечно, создали издателя фонд «Новая игра плюс». У нас есть там ребята, выходцы с Майтоны, с Фантастики, которые помогают издавать молодым студиям игры и продавать их по всему миру. В этом году вышла игра «Булт». Вообще хочу сказать, что в Якутии сейчас несколько десятков игровых компаний существует. Они растут, они делают игры. Вот у нас, допустим, студия Кендекан привлекла из фонда развития интернет-инициатив больше 40 миллионов, тоже делают игру. И я считаю, что ни одни санкции не остановят нашу молодежь делать игры. Они это любят, умеют, и мы их поддерживаем. Ну а что касается анимации, конечно, мы видим, как развивается телеканал Току. Считаем главным таким акселератором развития анимации детский телеканал Току. И «Полный метр» мы выпустили. Да, и «Полный метр», который вышел в декабре прошлого года. Считаем, что вот 650 минут анимации, которую в прошлом году мы сделали, мы сейчас опережаем весь Дальний Восток. И вот Арсений Сергеевич там поставил задачу в указе выйти на 2500 минут. Да? И, конечно, мы тоже такие же инструменты поддержки и финансовые, и образовательные, готовим кадры в наших колледжах и в университете. Ну и квартал труда, и
наш кинопавильон будущий. Президент дал поручение Минобороны рассмотреть вопрос создания в Якутии инновационного центра применения БПЛА, беспилотных летательных аппаратов. В ноябре 2025 года на базе технопарка Якутии открылся научно-производственный центр «Полярный». Какие задачи он решает, сколько там резидентов уже работает? Да, мы действительно, благодаря поддержке Владимира Владимировича, вообще вот создали ПЦ «Полярный». Сегодня мы используем очень много сценариев различных, да, там около 13 резидентов работает. Да. Вот один из сценариев, который начинает работать в этом году, это мы вместе с Министерством имущественных отношений, с ГУП РЦТИ, они получили сертификат эксплуатанта. И вот на таких больших машинах Геоскан 201 они будут делать ортофотопланы земли поселений и земли сельхозназначения. Это поможет привести все в порядок, земли пополнить налогооблагаемую базу, да, для муниципалитетов и республики, вот, и привести порядок. Также ГУП авиахрана у нас проходит обучение, мы будем мониторить пожары. Вот. Ну и вы слышали, наверное, про проект по доставке грузов через реку Лена. Воздушная переправа. Да, вот, в прошлом году было 4000 километров, мы сделали около 400 рейсов, перевезли 600 килограмм груза, и люди заказывали через приложение Бунмаркет. В этом году этот проект будет продолжен, будет маршрут еще Сотенцы и Кангаласы, еще пару маршрутов запустим, ну и вот начали доставлять медикаменты. Вообще моя мечта наших ребят, чтобы в любую точку республики через мобильное приложение можно было доставить любой груз. Но это, конечно, не все быстро, надо создавать инфраструктуру, надо работать с Росавиацией, там есть свой порядок полетов. Конечно, вот благодаря тоже Владимиру Владимировичу у нас такой толчок развития беспилотника мы получили. Ну, БПЛА — это отдельный проект, да, получается? Или это... Ну, это тоже все под нашим патронатом, вместе с Минздравом в Хангаласском районе, в Но они Хангаласской ЦРБ. доставляют лекарства в отдаленные... В общем, не лекарства. Мы, в первую очередь, это анализы. Анализ крови. Это же нужно доставлять очень быстро. А там бездорожье, ну, соответственно... Анализы крови, да, чтобы с ФАПов в Хангаласской ЦРБ быстро собрали и дали анализ, и по интернету уже анализ дали. Потому что некоторые анализы там ждут по 2 месяца. Вот. Это раз анализ. И вот сейчас внутри города смотрим и в ближайшие районы доставлять кровь. Это очень важный проект, на самом деле. Вот сам Мурашко его отметил. И, кстати, мы нашли финмодель, то есть это будет через территориальный фонд обязательного медицинского страхования. То есть мы, в принципе, понимаем, как это делать, и у нас есть беспилотник, который эти задачи будет решать. Президент также поручил проанализировать, как развивается IT-образование в Якутии. Удалось ли к нам включить конкурс «Моя профессия IT» в платформу «Россия – страна возможностей»? Да, это в тот же год, как вышло перечень поручений президента, «Россия – страна возможностей» поддержала нас. В прошлом году уже под их патронатом финал прошел в Калининграде. Там больше 10 субъектов участвовало. В этом году уже, по-моему, 15-16 субъектов. А финал был распределенный, 16 тысяч участников по всей стране. В общем, конкурс набирает популярность. Я вот был в Нижнем Новгороде, коллеги с Нижнего Новгорода и в Калининграде активно внедряют этот конкурс, потому что он же был обкатан в Якутии, он работает в этом году в финале, допустим, он был 10-й юбилейный конкурс «Моя профессия IT». Ребята, участники, победители прошлых лет, некоторые уже закончили вузы, работают в таких компаниях, как Яндекс, Драйви. И ребята гордятся этим конкурсом. И это такое уже комьюнити, сообщество, которое уже несколько тысяч человек, скажем так. Это очень классный проект. Россия – страна возможности его поддерживает. Мы поддерживаем. Благодаря поддержке президента он теперь становится всероссийским. Мы мечтаем, когда в этот конкурс будет участвовать 1 миллион школьников. Мы в это верим. Ну и последний вопрос. Как вы считаете, визит президента стал поворотной точкой для технологического развития или просто импульс придал? Мы и так развивались. На самом деле... Стратегические задачи какие стоят? Вот когда мы работали, создавали технопарк Якутия, с ребятами собирались, мы сидим на совещании, я говорю, это 12-й год, да? Я помню. Да, и мы говорим, я говорю, а как вы будете изменять результат своей работы? Говорит, количество мероприятий. Я говорю, ребята, какие мероприятия? Количеством резидентов. Я говорю, допустим, что еще? Количество рабочих мест, количество выручка проектов. Я говорю, а вот представьте, завтра дверь откроется, и к вам зайдет Владимир Владимирович. Что вы будете ему рассказывать? Я прям так сказал. И потом пришло время, в 2016 году дверь открывается, заходит Владимир Владимирович, говорит, показывайте, что вы сделали.
И я считаю, что вот приезд Владимира Владимировича, он, конечно, дал дополнительные силы, уверенность в то, что мы все делаем правильно. И потому что много было, помнишь, сомнений, нужен ли технопарк Якутии. Все время куча вопросов, там, что вы там делаете, нужно ли это стране. Это показало, во-первых, ковид показал, как технопарк делал СИЗы, как производил маски, как производил эти лампы, там, да, которые обеззараживание. Ну и сейчас во время специальной военной операции, надо это, мне бояться нечего, я должен это сказать, что за время специальной военной операции в технопарке Якутии, помимо того, что мы создали отряд БПЛА, уже 1300 человек обучено, которые поехали на специальную военную операцию, и 2500 дронов проведено в технопарке, которые работают на передовой. Я вот сам в апреле был в ДНР, встречался с 29-й армией, с Бутером, Рубиконом, встречал наших ребят, которых я видел в Якутске, которые получили знания у нас в колледже связи, в нашем технопарке. И вот, вы знаете, такая вот от командира части было приятно слышать, что якутские дроноводы лучшие там на передке. Поэтому, слава богу, живы, здоровы ребята, работают. Вот. И я считаю, что технопарк Якутия полностью оправдал свое предназначение. И вот то, что сейчас производится, там, конечно, нужно и в народном хозяйстве, и в зоне специальной военной операции. Спасибо, что пришли. Очень интересно, нужно чаще встречаться. Очевидно, что поручения главы государства стали для Якутии не просто сухим планом работы, а реальным трамплином. Будем следить, как проекты продолжают менять жизнь в регионе и задавать технологические тренды для всей страны. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами была Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия во всех деталях.